Однажды в Италии в отделение скорой помощи поступил пожилой мужчина. Болеет тяжело, онкология. Но не похоже, чтобы его час уже настал. В больницу он доставлен по зеленому коду, то есть его жизни в этот момент ничего не угрожает. Ему должны сделать несколько рутинных процедур, а потом госпитализировать для проведения курса поддерживающей терапии. И вот всего через пару десятков минут к родным больного выходит врач и предлагает им войти в палату, попрощаться. Онемев, они смотрят на отключенные мониторы наблюдения и бездыханное тело под ними. «Прикоснитесь, прикоснитесь к нему», — призывает их врач. «Он еще слышит вас». Потом доктор садится за свой стол и на глазах парализованных шоком родственников начинает заполнять какие-то бумаги. Так начинается история расследования нескольких очень странных смертей, произошедших в госпитале города Саронно и вошедшего в итальянскую историю под пафосным, но точным названием «Ангелы и демоны». Однажды в Италии. Живописная провинция Вареза, расположенная неподалеку от Милана, держит мировой рекорд по количеству объектов, охраняемых ЮНЕСКО. А городок Саронно, расположенный в этой провинции, знаменит тем, что является родиной любимого многими ликера амаретто, так что местным жителям есть чем гордиться. И тем не менее, в ряду предметов для гордости у жителей Саронно едва ли не первое место занимала их больница. Современное здание на площади Барелла служило спасительным маяком для десятков тысяч людей из окрестных городов и деревень. Здесь рождались дети, здесь спасали жизни, здесь давали надежду тем, кто приходил за помощью в самые трудные моменты. Но между 2010 и 2014 годом в отделении неотложной помощи этой больницы начало происходить нечто необъяснимое и зловещее. Пожилые пациенты стали умирать с подозрительной регулярностью. Они поступали с вполне излечимыми проблемами, обострением хронических болезней, легкими инфекциями, которые обычно лечатся антибиотиками за несколько дней, в самом тяжелом случае переломом бедра после падения. Но вместо выздоровления эти люди неожиданно умирали в течение нескольких часов после госпитализации. Смерть приходила быстро, почти мирно, как будто они просто засыпали и не просыпались. Больничные коридоры, где должны были спасать жизни, где круглосуточно работали десятки преданных своему делу врачей и медсестер, словно превратились в ловушку для тех, кто приходил туда за помощью. Статистика смертности в отделении неотложной помощи начала расти, выходя за рамки любых нормальных показателей, и никто не мог понять, почему. А точнее, никто просто не решался произносить вслух то, что начинали подозревать уже даже не самые наблюдательные сотрудники. В медицинском сообществе существует неписанный закон, твердый, как хирургическая сталь. Не выносить ссор из избы. Не ставить под сомнение компетентность коллег, особенно если они занимают высокие должности. Этот закон молчания – наследие многовековой корпоративной культуры, когда защита репутации профессии считалась важнее индивидуальной ответственности. В больнице Саронно этот закон будет действовать месяцы и годы, пока одна женщина не найдет в себе силы его нарушить, но до этого момента многие люди заплатят за всеобщее молчание своими жизнями. Первыми забеспокоились не родственники погибших, они горевали, но доверяли медицинским заключениям о естественных причинах смерти. Тревогу забили сами медработники, те, кто видел происходящее изнутри и понимал, что статистика выглядит все более зловеще с каждым месяцем. Врач Клелия Лето и заместитель главврача Раду Илиеску, румын по происхождению, начали замечать странные закономерности в смертях пациентов. Они видели, что большинство летальных исходов концентрируется вокруг определенных дежурств, точнее, вокруг определенного врача. Его зовут Леонардо Кацанига. Он 60-летний анестезиолог и заместитель заведующего отделением неотложной помощи. Кацанига – фигура, внушающая уважение.
Он не был харизматичным оратором или публичной персоной, но среди коллег пользовался репутацией исключительного профессионала, человека, к которому обращались в самых сложных, почти безнадежных случаях. Кацанига родился в 1956 году, в эпоху послевоенного итальянского восстановления, когда страна залечивала раны Второй мировой войны и строила новое общество. О его детстве и юности известно мало, как будто он сознательно стер эти страницы своей биографии. Коллеги знали только, что он всегда тянулся к гуманитарным наукам, особенно к философии и литературе. Необычно для врача-анестезиолога, профессии, требующей скорее точности, хладнокровия и быстроты принятия решений, чем долгих размышлений о смысле бытия. Карьера Кацаниги безупречна, не оступаясь и не сворачивая, он методично двигается по служебной лестнице, накапливая опыт и знания. Анестезиология – особая специальность в медицине, требующая не только глубоких знаний фармакологии, но и способности мгновенно ориентироваться в критических ситуациях. Во время операции анестезиолог держит в своих руках тонкую нить между жизнью и смертью пациента, регулируя дозы препаратов, контролируя жизненные показатели, в любой момент готовый вмешаться, если что-то пойдет не так. К моменту назначения на должность заместителя заведующего отделением неотложной помощи больницы Саронна Кацанига имел десятилетия опыта и сотни успешных кейсов за плечами. Он был разведен, без детей, и всю свою энергию направлял на работу и интеллектуальные занятия. Коллеги описывали его как замкнутого, но не неприятного человека. Он не участвовал в больничных интригах, не обсуждал сплетен, не ходил на корпоративные вечеринки и держался особняком от неформальных групп, которые неизбежно формируются в любом коллективе. Медсестра Олессия Малтени, работавшая в отделении с января 2011 по июнь 2012 года, позже вспоминала на суде о Кацанига почти с благоговением. Он полностью отдавался пациентам, к нему на консультацию старались попасть, благодаря опыту и компетентности. Он был лидером отделения неотложной помощи. Когда поступал сложный случай, это был его случай. В этих словах слышится восхищение профессионализмом врача, которому коллеги доверяли самые критичные ситуации. Но были у Кацаниги и странности, которые выделяли его среди остальных врачей. Например, он принципиально отказывался носить медицинский халат. В больничной среде, где белый халат не просто униформа, но символ профессии, словно крылья ангела-хранителя, знак того, что ты служишь делу спасения жизней, такое пренебрежение правилами бросалось в глаза. Но Кацанига работал в обычной повседневной одежде, словно подчеркивая свою особость, свое право устанавливать собственные правила. Эдакий доктор Хаус. На глазах у всех он закидывался анксиолитиками прямо из пузырька. Часто груб с персоналом, пинал стены кабинета, если его будили, чтобы принять пациента, который был ему неинтересен. Зато если случай его вдохновлял, тогда он нередко произносил пугающую, хоть и поэтическую фразу: «О, это позволит мне раскрыть мои крылья ангела смерти». Да, именно так, ангела смерти, а не жизни. Еще более странной была его привычка постоянно находиться в кабинете для экстренных случаев, словно он караулил там кого-то. Обычно врачи такого ранга не дежурят в приемном покое. У них есть административные обязанности, консультации, планерки. Но Кацанига часами просиживал именно там, встречая машины скорой помощи, первым осматривая поступающих пациентов. Он хотел быть тем, кто принимает решения о критических случаях. Свидетели вспоминали, как он порой открыто, не стесняясь присутствующих, говорил о своем особом подходе. «Вот идеальный пациент для моего протокола». Эти слова, произнесенные с профессиональной отстраненностью медика, который видел сотни случаев, не вызывали тревоги у остальных. В конце концов, каждый опытный врач разрабатывает свои методы лечения, свои протоколы. Ведь медицина – это не только наука, но и искусство, где опыт и интуиция играют огромную роль. И лишь когда начнется расследование, эти невинные на первый взгляд фразы приобретут зловещий смысл, поскольку протокол
Среди персонала отделения неотложной помощи работала некая Лаура Тарони, медсестра примерно 40 лет, которая внешне была полной противоположностью замкнутому и загадочному Кацаниге. С аккуратно уложенным каштановым каре она всегда выглядела ухоженной даже после длинных ночных смен. Приветливая улыбка, мягкий голос, успокаивающие манеры – все качества, которые делают из просто медсестры медсестру хорошую. Лаура была замужем за Массимо Гуэрра, владельцем небольшой сельскохозяйственной компании, и имела двоих сыновей 9 и 11 лет. Собственный дом, полная чаша, дети ходят в хорошую школу. В общем, жизнь удалась, по крайней мере, на первый взгляд. Коллеги знают Лауру как ответственного работника, который никогда не опаздывает, тщательно выполняет все назначения врачей и аккуратно обращается с документацией. Но те, кто знал ее ближе, видели и другую сторону. Лаура часто жаловалась на семейные проблемы, на чрезмерный контроль со стороны матери, на то, что чувствует себя в ловушке обстоятельств. Она выходила замуж очень молодой. Как позже скажут на суде ее адвокаты, не столько по любви, сколько чтобы вырваться из-под материнской опеки. Но вместо свободы она получила другую клетку. Семейные обязанности, двоих маленьких детей, мужа, который, по ее словам, был деспотичным и ревнивым. Мария Рита Клеричи, 61-летняя мать Лауры, действительно была женщиной с сильным характером. После смерти мужа она не замкнулась в себе, а нашла нового спутника жизни и планировала наслаждаться заслуженным покоем. Активная и решительная, она не боялась высказывать свое мнение по любому поводу. Родственники вспоминали ее как человека, который бегал туда-сюда, сначала к больной матери, потом к дочери помогать с детьми. Мария Рита была из тех итальянских матерей, которые считают своим долгом участвовать в жизни взрослых детей, давать советы, направлять и контролировать. Между матерью и дочерью существовало напряжение, которое чувствовали многие. Лаура, как выяснится позже из перехваченных разговоров, говорила о матери с плохо скрываемой неприязнью, даже ненавистью. Она называла ее лицемерной, обвиняла в излишней религиозности и ханжестве, в то же время намекая на якобы распущенное поведение. Кто знает, возможно, эти противоречивые обвинения говорят скорее о глубоком внутреннем конфликте самой Лауры, чем о реальных недостатках матери. Муж Лауры, Массимо Гуэрра, типичный представитель итальянского среднего класса. Его небольшая семейная компания производит молочную продукцию. Честный труд, как водится, не приносящий больших денег, но Массимо работает не покладая рук, так что достойную жизнь семье обеспечивает. Человек традиционных взглядов, он считал, что муж должен быть главой семьи, кормильцем и защитником. Он любил своих детей и, несмотря на проблемы в браке, судя по всему, старался сохранить семью. В 2011 году что-то изменилось в поведении Лауры. Массимо, скорее подозрительный, чем наивный, начал подозревать жену в измене. Он замечал необъяснимые задержки после работы, странные телефонные звонки. Да и вообще, казалось, семейная жизнь жену больше не интересовала. Как многие мужчины в такой ситуации, он сначала надеялся, что ошибается, рассосется. Это временное охлаждение, кризис, который бывает во многих браках и скоро пройдет. Но подозрения не отпускают его, и Массимо принял решение, которое, как он думал, поможет ему понять правду. Он начал прятать мини-диктофоны в семейной машине и в доме. Это были простые устройства, которые можно купить в любом магазине электроники, которые активируются голосом и могут записывать часами. Встревоженный муж прятал их под сиденьями автомобиля, в укромных углах дома, надеясь поймать жену на лжи. И в конце концов они действительно помогут, хоть и не самому Массимо. Параллельно с тем, как в семье Лауры Тарони нарастало невидимое для посторонних напряжение, в больнице Саромно статистика смертей продолжала расти. Врачи Клелия Лето и Раду Ильеску пытались поднять тревогу, но администрация встречала их опасения стеной непонимания и даже враждебности. В 2013 году, когда количество жалоб от медперсонала достигло критической массы,
Администрация больницы была вынуждена отреагировать и создала внутреннюю комиссию для расследования подозрительных смертей в отделении неотложной помощи. В ее состав вошли уважаемые специалисты, директор больницы, главный врач, судебно-медицинский эксперт, заведующий отделением неотложной помощи и онколог. На бумаге комиссия выглядит серьезно. Профессионалы высокого уровня, люди с десятилетиями опыта, которые должны объективно оценить ситуацию и принять необходимые меры. Комиссия изучила медицинские карты умерших пациентов, опросила персонал, проанализировала методы работы Кацанига. И пришла к выводу, который сегодня выглядит как чудовищное проявление корпоративной солидарности. Да, протокол Кацанига действительно был необычным. Его комбинации препаратов отличались от того, что использовали другие врачи, но все процедуры были выполнены в соответствии с медицинскими стандартами, и нет оснований для дисциплинарных мер или уголовного расследования. Фактически комиссия поставила печать одобрения на методы работы врача, который, как выяснится позже, систематически и намеренно убивал пациентов. Был ли это сознательный сговор или просто нежелание верить в невероятное, трудно сказать. Но результат был один – убийства продолжались. Медсестра Лессия Малтени, одна из тех немногих, кто осмелился высказать свои подозрения, столкнулась с открытой враждебностью. Она вспомнила на суде драматичный разговор с заведующим отделения. Незадолго до того, как я покинула отделение, я говорила с доктором Скапеттой. Я сказала, что происходят странные вещи, что у меня есть сомнения насчет диагнозов, пробирок с анализами, что были зафиксированы госпитализации, которых на самом деле не было. Скапетта ответил мне, что все равно скоро я уйду, так что лучше мне заниматься своими делами. Это был прямой приказ молчать, и большинство медиков подчинились этому приказу, предпочитая не создавать проблем. В конце концов, кто захочет верить, что твой коллега, с которым ты работаешь плечом к плечу, человек, которому ты доверял критических пациентов, на самом деле серийный убийца? Между тем, в семье Лауры Тарони разворачивались события, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к больничным смертям. В 2011-2013 годах Массимо Гуэрра испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Он стал быстро уставать, у него регулярно случаются приступы слабости и головокружения, появились симптомы, похожие на диабет. Жена, заботливая медсестра с многолетним опытом, убедила его, что диабет надо обязательно лечить, и лучше всего делать это дома. Она делала ему инъекции инсулина, давала различные таблетки, тщательно следила за его состоянием. Массимо доверял жене, в конце концов, она профессиональная медсестра. Она видела сотни случаев диабета, она знает, что делает. Но его состояние не улучшалось, а напротив становилось все хуже. Были даже случаи, когда он терял сознание и когда его приходилось экстренно везти в больницу. Медицинские записи этого периода, которые позже станут предметом тщательного изучения следователей, показывают странную картину. Массимо неоднократно поступал в больницу с симптомами, которые не вполне соответствовали диабету. В его крови обнаруживались вещества, которых там не должно было быть. 12 ноября 2011 года Массимо был госпитализирован в состоянии предобморока. Анализы выявили в его моче карбамазепин, противоэпилептический препарат, и флекаинид, средство от аритмии, лекарства, которые ему никто официально не назначал и которые он не должен был принимать. Больница отправила факс в местное отделение карабинеров, информируя о подозрительном случае возможного отравления. Факс был получен 23 ноября 2011 года и подшит в постоянное досье Массимо Гуэрра, которое велось в связи с несколькими кражами в его бизнесе. Но никакого расследования не последовало. Семейный врач списал инцидент на возможную ошибку лаборатории или случайный прием каких-то препаратов. Карабинеры, перегруженные работой, не увидели в этом случае ничего достойного внимания. Один факс в досье, одна бумажка, которая утонула в ворохе других дел. Время идет, но Массимо не легче. В одну из госпитализаций 17 апреля 2012 года он попал в другую больницу, Сант'Анна в Комо.
Анализы, сделанные там, показали гипогликемию, опасно низкий уровень сахара в крови, что странно для человека, которого лечат от диабета. Его выписали, отменив диагноз диабет. Но мужчина предпочел послушаться советов любимой жены и принимать лекарства, назначенные ею, с теми же последствиями, что и раньше. Массимо продолжал болеть и слабеть, диктофоны, которые он прятал в доме и в машине, продолжали записывать. А в июне 2013 года, после многих месяцев медленного угасания, Массимо Гуэрра умер у себя дома. Ему было всего 46 лет. Официальная причина смерти – осложнение диабета. Семья, друзья, соседи пришли на похороны, выражали соболезнования бедной вдове Лауре, которая так самоотверженно ухаживала за больным мужем до самого конца. Его жизнь была застрахована, и Лаура получила приличную сумму, которая помогла бы ей поднять на ноги двоих детей. Но у женщины есть и другой помощник. Не успела остыть постель несчастного Массимо, как в доме появился новый мужчина, уже знакомый нам Леонардо Каццанига, который давно уже не стесняется называть Лауру при коллегах своей молодой женой. Каццанига, не имеющий своих детей, выражает желание воспитывать тех двоих, что достались ему в наследство. Вместе с женщиной, получившей кроме страховки фирму мужа и хоть не до конца достроенный, но вполне жилой дом. Вот только свекр возражает. Ему, видите ли, не нравится, что невестка так быстро забыла покойного и привела любовника на территорию, которую свекр считает своей. Впрочем, возражал Лучано Гуэрра недолго. В октябре 2013 года, всего через несколько месяцев после смерти Массимо, при загадочных обстоятельствах умер и он. Мужчина скончался быстро, как говорится, ничто не предвещало. Он был пожилым, но еще вполне крепким. Снова семья собралась на кладбище, снова выражали соболезнования несчастной Лауре, которая за такой короткий срок потеряла и мужа, и свекра. А если кто-то и задумывался о странности статистики смертей в одной семье за столь короткий период, то держал свои мысли при себе. Ведь в маленьких итальянских городках не принято обсуждать подобные темы открыто. Смерть – часть жизни, и иногда бывает, что и зачастит с визитами в один и тот же дом, как будто какое-то проклятие нависло над семьей. Вот и семью Лауры в покое она не оставила. 4 января 2014 года в доме Лауры Тарони, где она теперь жила со своей матерью и детьми, произошел инцидент, который невозможно было не заметить. Соседи слышали громкий скандал, крики, грохот, звуки борьбы. Мария Рита Клеричи, мать Лауры, яростно с кем-то ссорилась. Конфликт был настолько серьезным, что дошел до настоящей драки. Соседи потом рассказывали, что слышали мужской голос, который пытался что-то объяснить Марии Рите, но та не желала слушать. Утром того же дня, за несколько часов до ссоры, Мария Рита чувствовала себя прекрасно. Она позвонила своему спутнику жизни, с которым говорила веселым, бодрым голосом, строила планы на вечер. Она полна жизненных сил, и только в разговоре с подругой после обеда мимоходом пожаловалась на небольшую усталость. Так, ничего серьезного, все же не девочка уже. Хотя и в старушке записываться по итальянским меркам рано. Около 19:30 того же вечера Мария Рита позвонила сестре Розе, монахине, которая была близким другом семьи. «По ее голосу я поняла, что я ей срочно нужна», — вспоминала сестра Роза. Я бросила телефон и побежала к ней. Когда она вошла в дом, поняла, что не зря спешила. Мария Рита лежала без сознания. Как только Лаура меня увидела, она сразу сказала мне, что мать в коме. Она дышала, но не отвечала, как я лично убедилась. И тут произошло нечто странное. Через некоторое время в дом приехал врач, но это был не врач скорой помощи, не дежурный терапевт, а сам Леонардо Каццанига, замзав отделением неотложной помощи больницы Саромна. Что делал высокопоставленный врач, специалист по анестезиологии, на частном вызове к дому своей подчиненной медсестры? На странные вопросы не бывает простых ответов. Каццанига осмотрел Марию Риту, что-то делал, давал какие-то указания, а несколько часов спустя женщина умерла. Официальный диагноз, записанный в свидетельстве о смерти – сепсис от пневмонии.
Женщина, которая утром была абсолютно здорова, к вечеру впала в кому и умерла от пневмонии, заболевание, которое обычно развивается дни, если не недели. Были и другие странные детали. Некоторые свидетели утверждали, что видели Кацанега во дворе дома Тарони еще днем, около 14:00, задолго до того, как Мария Рита почувствовала себя плохо. Он нес медицинское оборудование, капельницу или что-то подобное. Что он делал там? Почему врач такого уровня пришел с медицинским оборудованием в дом своей подчиненной в собственный выходной? Итак, за 3,5 года семья Лауры Тарони потеряла 4 человек. Мать, мужа, свекра и свекровь, которая, правда, умерла раньше и без особых странностей, так что в зловещую статистику не попала. Это была аномалия, которую невозможно было объяснить простым совпадением, но в маленьком городке, где все знают друг друга, не хотят верить в худшее о своих соседях. Так что эти смерти рассматривались как серия трагических, но не связанных между собой событий. А тем временем в больнице Саронна продолжали умирать пациенты. Июнь 2014 года стал переломным моментом. Клелия Лето, которая видела все происходящее и не могла больше молчать, приняла мужественное решение. Она обратилась в оперативную группу карабинеров Саронна. Лето рисковала всем – карьерой, репутацией, возможно, даже безопасностью. Кацанега был влиятельной фигурой в местном медицинском сообществе. Он имел связи, он мог разрушить жизнь тому, кто осмелится выступить против него. Но Лето больше не могла жить с тем знанием, которое у нее было. Она рассказала о смертях, вызывающих подозрения, о странных методах работы Кацанега, о его протоколе, который приводил к смерти пациентов с пугающей регулярностью. Еще она рассказала об угрозах. После того, как она начала задавать неудобные вопросы, Кацанега стал вести себя с ней агрессивно. Были намеки, были завуалированные угрозы, была атмосфера страха, которая заставляла многих коллег отводить глаза и делать вид, что они ничего не замечают. Карабинеры выслушали ее, и что-то в ее рассказе, в ее искренней убежденности, в деталях, которые она приводила, заставило их отнестись к делу серьезно. Было открыто расследование под кодовым названием, которое позже станет известно всей Италии – «Ангелы и демоны». Во главе расследования встал капитан карабинеров Джузеппе Реджино, опытный офицер, который за годы службы повидал многое. Оперативно-радиомобильная группа под командованием старшины Сальваторе Карран начала работу, которая растянется на 2,5 года и станет одним из самых сложных расследований в истории итальянской криминалистики. Следователи понимали, что имеют дело с чем-то беспрецедентным. Если подозрения подтвердятся, то перед ними окажется не просто случай медицинской халатности, но серийное убийство, совершенное теми, которым люди доверяли самое дорогое – своей жизни. Нужны были неопровержимые доказательства, потому что обвинения такого масштаба не могли основываться на подозрениях. Работа началась с медицинских документов. Карабинеры изъяли 50 медицинских карт пациентов отделения неотложной помощи, которые умерли во время дежурств Кацанеги. Каждая карта была передана независимым экспертам для тщательного анализа. Они должны были ответить на вопросы, были ли назначения препаратов обоснованными, соответствовали ли дозировки медицинским стандартам, была ли смерть естественным результатом заболевания или результатом внешнего вмешательства. Параллельно велась работа с людьми. Было допрошено более 150 человек – врачи, медсестры, санитары, пациенты, которые выжили после лечения Кацанеги, родственники погибших. Каждое показание фиксировалось, проверялось, сопоставлялось с другими источниками информации. Постепенно, как в калейдоскопе, начала складываться общая картина. Ключевым элементом расследования было прослушивание телефонных разговоров. По решению суда на телефоны Леонардо Кацанеги и Лауры Тарони были установлены прослушивающие устройства. Следователи также начали аудионаблюдение в автомобиле Тарони и в ее доме. Это была рутинная, монотонная, кропотливая работа. Операторы проводили часы, слушая обыденные разговоры, надеясь зацепиться за какую-то деталь, за оговорку, за что-то, что подтвердит или опровергнет подозрение.
И постепенно начала вырисовываться картина чернее самых мрачных ожиданий следователей. Экспертиза медицинских карт выявила устойчивые закономерности. 8 февраля 2012 года, 30 апреля 2012 года, 15 февраля 2013, 9 апреля 2013. В эти даты пациентам, госпитализированным в состояниях, которые не требовали агрессивного лечения, вводились необычные комбинации сильнодействующих препаратов. Хлорпромазин – мощный нейролептик, мидозолам – сильное снотворное из группы бензодиазепинов, морфин – опиоидный анальгетик, пропофол – средство для анестезии, промазин – еще один нейролептик. Каждый из этих препаратов в правильной дозе может быть жизненно необходим. Но комбинация всех этих средств, введенные одновременно, в дозах, которые в 3-8 раз превышали максимально допустимые терапевтические нормы, это уже смертельный коктейль. Он подавляет дыхательный центр, вызывает остановку сердца, приводит к быстрой смерти, которая внешне выглядит мирно, и человек просто засыпает и не просыпается. Все жертвы были похожи, пожилые люди с серьезными, но не обязательно терминальными заболеваниями. 69-летний больной раком, состояние которого было стабильным. 71-летний пациент с болезнью Паркинсона в запущенной стадии. Состояние тяжелое, но не требующее немедленного вмешательства анестезиолога. 77-летняя женщина с онкологическим заболеванием, которая при правильном паллиативном лечении могла прожить еще месяцы и даже годы, проводя время с семьей. 93-летний мужчина, поступивший с переломом бедра. Травма серьезная для человека его возраста, но абсолютно не смертельная при адекватной медицинской помощи. Все эти люди заслуживали права умереть естественной смертью, в свое время окруженные близкими. Но это право было у них отнято. Отнято потому, что доктор Леонардо Кацанига возомнил себя Богом. В итальянской, да и, конечно же, не только в итальянской медицине существует принцип акконемента терапевтика. Термин можно перевести как терапевтическое упорство или настойчивость терапии. Он означает, что пока в арсенале врача остаются хоть какие-то средства помочь больному, они будут применяться. Хорошо это или нет, но вне зависимости от того, сколько вообще этому больному осталось, нужна ли его жизнь кому-то кроме него самого, и даже если он считает, что жизнь не нужна уже и ему самому, за нее будут бороться до последнего вздоха. Кацанига был с этим принципом не согласен. В открытую, смеясь над коллегами, готовыми часами реанимировать даже глубоких стариков, он разработал этот свой протокол, который на самом деле был ничем иным, как методом усыпления пациента навсегда, и применял этот протокол, не спрашивая согласия ни у кого, кроме самого себя. Это можно было бы даже частично оправдать, дескать, избавлял людей от страданий, если бы тот же самый доктор не устранял и тех, кто был совершенно здоров, но по каким-то причинам мешал своим присутствием в этой жизни Кацаниге лично. Ему просто нравилось держать в своих руках нить человеческой жизни. И нравилось знать, что он может оборвать ее, если захочет. Может, потому он и не носил белый халат, белые крылья ангела жизни, что сам предпочел черные. Записи прослушивания телефонных разговоров добавили еще более темные детали к расследованию. Между Леонардо Кацанигой и Лаурой Тарони существовала не просто любовная связь, это было партнерство, основанное на чем-то гораздо более страшном. В одном из перехваченных разговоров Тарони рассказывала любовнику, как она ходила к психиатру, и рассказывала ей, что иногда ей хочется кого-то убить. Психиатр ответил утверждением: «Но ведь вы же этого не делаете». Видимо, она не входила в число тех коллег, с которыми Тарони открыто, не стесняясь, обсуждала свои планы относительно мужа. Она говорила, что подмешивает бета-блокаторы в песто, традиционный итальянский соус, который любил Массимо. Превращение семейного ужина в орудие медленного убийства требует особого цинизма. Она говорила об этом с той же интонацией, с какой обычно обсуждают рецепты или планы на выходные. Другая фраза, записанная следователями, касалась применения лоракила,
антидепрессанты с серьезными побочными эффектами. Тогда у него не будет работать. Но самыми шокирующими были записи разговоров Тарони с собственными детьми. Она использовала их как инструмент психологического давления, внушая им негативные отношения к покойной бабушке. В одной из записей она говорит сыну, манипулируя его эмоциями: «А твоя бабушка со своими интригами, то один мужчина, то другой. Один даже повесился из-за бабушки, понимаешь? Ты был бы рад идти в школу и слышать, как говорят, что кто-то повесился из-за твоей мамы». В некоторых записях прослушивался голос Кацаниги, объясняющего одному из детей, почему мальчику нужно принимать определенные лекарства. Ребенок спрашивал, зачем ему столько таблеток, ведь он не чувствует себя больным. Кацанига терпеливо, почти по-отечески объяснял, что мальчик уже привык к этим препаратам и теперь не может без них обходиться. Следствие установит, что Тарони вводила как минимум одному из своих детей массивные дозы анксиолитиков, препаратов, вызывающих зависимость и не имевших никаких медицинских показаний для ребенка этого возраста. Из записей также следовало, что в некоторых разговорах Тарони заявляла, что готова устранить и собственных детей, если они станут помехой ее отношениям с Кацанигой. Следователи, слушавшие эти записи, были потрясены. Перед ними был не просто случай супружеской измены, переросшей в убийство, но нечто гораздо более темное. Полное отсутствие эмпатии, способность обсуждать убийство родных людей, включая собственных детей, с леденящим спокойствием, как позже отметят прокуроры в обвинительном заключении. Прорывом в расследовании стало обнаружение диктофонов, которые установил в доме Массимо Гуэрра. После его смерти эти устройства остались в доме, и Лаура либо не знала об их существовании, либо забыла о них. Когда следователи получили ордер на обыск дома Тарони, они обнаружили эти записывающие устройства, все еще содержащие записи последних месяцев в жизни Массимо. То, что было на них зафиксировано, не оставляло никаких сомнений в преднамеренности убийства. Массимо записал разговоры, в которых жена и ее любовник обсуждали его состояние, обсуждали лечение, сколько еще времени он протянет. Мертвый человек заговорил, обличая своих убийц собственным голосом, записанным тогда, когда он еще надеялся, что эти записи помогут ему просто доказать измену жены, а не раскрыть попытку убийства. При обыске дома Тарони были обнаружены большие запасы различных лекарственных препаратов. Это были сильнодействующие средства, многие из которых могли быть получены только по рецепту врача. У обычной медсестры не было никаких легальных оснований хранить дома такое количество препаратов. Среди изъятых лекарств были те самые средства, которые, согласно экспертизе, использовались для убийства мужа Лауры, Массимо Гуэрры, и ее матери Марии Риты Клеричи. Медсестра Алессия Малтени дала показания, которые добавили еще одну странную деталь. Она вспомнила эпизод, когда видела, как Лаура Тарони делала какой-то укол Кацаниги прямо в отделении. Это было необычно. Чаще всего врачи не позволяют медсестрам делать им инъекции на работе, особенно вне экстренных ситуаций. Что это было? Витамины, стимуляторы или часть какого-то более сложного ритуала между двумя людьми, которые были связаны не только страстью, но и общими преступлениями. Об этом остается только догадываться. Ну а по остальным странностям следствие к концу 2016 года собрало огромный объем доказательств. Прокуроры Мария Кристина Риа и Джанлуиджи Фонтана готовили обвинительные заключения, которые шокируют всю Италию. Обвинения были чудовищными по масштабу. Кацанига обвинялся в 15 убийствах, 12 пациентов больницы и 3 члена семьи Тарони. Лаура Тарони обвинялась в убийстве мужа, матери и свекра в сговоре с любовником. Но следствие не ограничилось только 2 главными подозреваемыми. Под следствие попали также 5 сотрудников больницы. Директор Паоло Валентини, главный врач Роберто Казентино, судебно-медицинский эксперт Мария Луиза Пенута, заведующий отделением неотложной помощи Николо Скапетто и онколог Джузеппе Ди Лука. Члены той самой комиссии, которая в 2013 году дала добро на методы работы Кацанига.
Им были предъявлены обвинения в укрывательстве преступлений, препятствовании следствию и служебной халатности. Утром 26 ноября 2016 года к дому Леонардо Кацаниго подъехали машины карабинеров. 60-летний врач был арестован. Он встретил арест спокойно, почти отстраненно. Единственная его просьба была о том, чтобы ему разрешили забрать из больницы книгу по философии, которую он сейчас читал. Даже в этот момент, когда ему предъявляли обвинения в массовых убийствах и когда рушилась вся его жизнь, Кацаниго думал о литературе, о мире идей, который всегда был для него важнее мира людей. Одновременно была арестована и Лаура Тарони. В отличие от любовника, она демонстрировала сильное эмоциональное потрясение. Она плакала, говорила, что беспокоится о детях, просила разрешения позвонить им. Дети, те самые дети, об убийстве которых она размышляла в перехваченных разговорах, были немедленно изъяты из дома и переданы под опеку социальных служб. Новость об арестах взорвала Саронну и всю Италию. Местные газеты вышли с кричащими заголовками: «Ангелы смерти», «Больничные убийцы», «Доктор смерть». Жители города были в шоке. Многие из них лечились в этой больнице, доверяли этим врачам. Возможно, их родственники умерли от рук Кацаниги, а они даже не подозревали об этом. Министр здравоохранения Беатриче Лоренцин выступила с заявлением, в котором подчеркнула: «Оценим, как вмешаться. Я потрясена. Это не история неправильного медицинского обслуживания, это срез зла, который имеет отношение к преступлению в чистом виде». Дон Армандо Катанио, настоятель прихода Саронна, написал открытое письмо жителям города, призывая к спокойствию и справедливости. «Мы должны помнить врачей, медсестер и административных работников этой же больницы, которые предлагают лечение со всей человечностью, на которые способны. Мы молимся за следователей, чтобы они докопались до истины, не оставляя теней. Мы молимся за наш город, который не заслуживает этой кошмарной известности. И мы молимся за всех жертв, известных и еще неизвестных, которые имели право продолжать жить, сколько бы времени им не было отмерено судьбой. Никто не имеет права сократить чью-либо жизнь даже на мгновение». Региональные власти Ломбардии учредили специальную следственную комиссию для анализа системных проблем в больнице Саронна. Как такое могло происходить годами? Почему система контроля не сработала? Что нужно изменить, чтобы подобное никогда не повторилось? Первые допросы арестованных прошли 1 февраля 2017 года и продолжались много часов. Лаура Тарони, согласно ее адвокату Монике Альберти, дала показания по всему делу, включая все обвинение. Но что именно она говорила, осталось тайной следствия. Кацаниго был более сдержан, отвечал только на прямые вопросы, избегал развернутых объяснений. Судебные процессы начались в 2018 году и растянулись на несколько лет, пройдя через множественные инстанции, апелляции, пересмотры. Первой предстала перед судом Лаура Тарони, выбравшая процедуру сокращенного судопроизводства, ускоренного процесса без участия присяжных, который в итальянской правовой системе часто приводит к более мягким приговорам. 23 февраля 2018 года судья Сара Чиполло из суда Буско-Арсицио огласила вердикт: виновна в убийстве мужа и матери, но оправдана по обвинению в убийстве свекра из-за недостаточности доказательств. Приговор – 30 лет лишения свободы. Процесс над Леонардо Кацаниго был более длительным и сложным. 27 января 2020 года суд присяжных Буско-Арсицио признал его виновным по 12 из 15 обвинений в убийстве. Приговор – пожизненное заключение с 3 годами строгой изоляции, максимально возможное наказание в итальянской правовой системе. 5 сотрудников больницы получили приговоры за укрывательство: Паоло Валентини, Роберто Казентино, Мария Луиза Пенута и Никола Скапетто по 2 года и 6 месяцев тюрьмы каждый. Единственным полностью оправданным стал Джузеппе Ди Лука, онколог, которого суд счел невиновным. Но судебная эпопея на этом не закончилась, последовали многочисленные апелляции.
13 апреля 2021 года Миланский апелляционный суд дополнительно оправдал Кацанига еще по 3 убийствам, но подтвердил пожизненное заключение за остальные преступления. Для Лауры Тарони путь через судебную систему был особенно извилистым. В сентябре 2020 года Кассационный суд отменил приговор из-за процедурной ошибки. В мотивировочной части приговора куда-то потерялось 13 страниц. 12 февраля 2021 года в повторном процессе она обратилась к суду с письмом. «Я вновь обрела в себе женщину, которой была, и мать, которой хочу быть. В тюрьме я обрела спокойствие, думаю о своих детях и о возможности их обнять». Суд прислушался к мнению обвиняемой о пользе тюремного заключения и вновь приговорил ее к 30 годам. В июле 2022 года Кассационный суд окончательно подтвердил приговор. Для Кацанига в 2021 году была назначена дополнительная экспертиза по делу Джузеппе Беатриче де Анджели, 100-летней пациентки, умершей 14 октября 2010 года. 27 июня 2023 года он был признан виновным в ее убийстве и получил 2-й пожизненный срок. Попытка апелляции была отклонена. Итак, окончательный счет. Кацанига признан виновным в 9 убийствах пациентов больницы и 2 убийствах в семье Тарони, Массимо и Лучано Гуэрра. Тарони в убийстве мужа и матери. В июле 2023 года было арестовано имущество обоих преступников. В апреле 2024 года Кацанига был приговорен к возмещению больницы 2 миллионов 753 тысяч евро, Тарони – 400 тысяч евро. Сегодня Леонардо Кацанига содержится в тюрьме Алессандрии, отбывая 2-й пожизненный срок. Он прекратил все контакты с Тарони и поступил на заочное отделение факультета литературы, продолжая свою давнюю страсть к гуманитарным наукам. Лаура Тарони находится в женской тюрьме Бассоне в Комо. Ее сыновья выросли в приемных семьях. В сентябре 2024 года вышел документальный фильм «Больная любовь. Ангелы смерти», рассказывающий эту историю через интервью родственников жертв и участников расследования. История Кацанига и Тарони стала мрачным напоминанием о том, что зло может скрываться под маской тех, кто давал клятву «не навреди». Но она также продемонстрировала силу человеческого мужества. Если бы не Клелия Лето, нарушившая закон молчания, количество жертв могло быть гораздо больше. Больница Саронна сегодня снова спасает жизни. Память о докторе смерти служит напоминанием, что доверие пациента священно, а его предательство – одно из самых тяжких преступлений. Шрамы этого дела останутся навсегда, но справедливость в конце концов восторжествовала. Однажды в Италии.